Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Асбабуль магфира, причины прощения грехов. И последняя причина, которую мы с вами прошли во время прошлой лекции, «Ман кана ахиру калямихи ла иляха илляллах». Если я не ошибаюсь, это хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кана ахиру калямихи», у кого самым последним словом его жизни будет слово «ла иляха илляллах», нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, «дахаляль джанна», он войдет в рай, он будет в раю. То есть мы понимаем, что человек, чтобы оказался в раю, нужно, чтобы Аллах простил его грехи. Значит, Аллах простил ему его грехи, Аллах ниспослал на него свою милость, помиловал его и ввел его в райские сады. И я специально это говорил, подчеркивал, то есть нельзя думать, что вот так все будет просто. Придет ангел смерти, придет агония смерти, и ты спокойно скажешь «ля иляха илляллах», попрощаешься со всеми, улыбнешься, да, и уйдешь в рай. Так не бывает, так не бывает. И поэтому вот есть у нас очень интересная, но очень такая страшная тема, которая называется «Сакаратуль маут», агония смерти. То есть про это надо почитать, дорогие братья. Это очень так, машаллах, укрепляет наши сердца, альхамдулилля, побеждает и высокомерие в наших сердцах, побеждает и чрезмерную любовь к этой дунья, потому что сакаратуль маут, вот это положение в жизни, вот это время в жизни, агония смерти, это последние мгновения твоей жизни, агония смерти. Через это пройдут абсолютно все. Абсолютно все почувствуют вкус смерти. И вот это положение, когда человек потеряет любой контроль над собой, где не будет ни приличий у него, не будет никаких рамок. Вот все, что у него копилось за всю его жизнь, оно все выйдет наружу. Поэтому очень многие люди, когда приходят агония смерти, они не говорят «ля иляха илляллах». Они не говорят, кто-то поет, кто-то стихи будет рассказывать, кто-то еще какие-то другие бесполезные слова будет говорить, но только не «ля иляха илляллах». Не только не «ля иляха илляллах». Поэтому действительно человек, который сказал вот в агонии смерти «ля иляха илляллах», иншаллах, он войдет в рай, потому что это слово скажут только достойные, только самые искренние, только те, которые всю жизнь жили с «ля иляха илляллах». У них в сердцах действительно был «ля иляха илляллах», любовь к этому слову. И он жил с этим словом. Поэтому ни в коем случае не заблуждайтесь, думая, что вот так оказывается все просто. Всю жизнь грешил, потом «ля иляха илляллах» сказал один раз, и ты в раю. Нет, такого не будет. Люди не будут говорить это. И ученые про это очень много книг написали, очень много собрали. Ибн Кайим собрал более 1000, по-моему, случаев, когда люди испытывали агонию смерти, и вместо того, чтобы просто сказать «ля иляха илляллах» и войти в рай, они говорили все, что угодно, но только не «ля иляха илляллах». Поэтому алямат хуснил хатима, признаки благой смерти, счастливой смерти, признаком является, когда человек «ля иляха илляллах» говорит перед смертью. «Ля иляха илляллах». Поэтому дай Аллах, чтобы последними словами у каждого из нас в жизни, у каждого в жизни наших семей, наших родителей, наших детей, внуков были «ля иляха илляллах». «Ля иляха илляллах». Амин. Следующая причина. «Ман салля алейхи миатун айнда маутихи». За кого во время джиназа намаза совершили намаз 100 человек. 100 человек. То есть 100 или больше. Как передает Абдуллах ибн Умар, радийаллаху анхума,
что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма мин раджулин юсалли алейхи миатун илля гуфира лаху». Любой человек, за которого помолится 100 человек, то есть у него во время джиназа намаза будет в джиназа намаз участвовать 100 человек или больше, илля гуфира лаху, ему обязательно простятся его грехи. Обязательно ему простятся его грехи. Поэтому джиназа намаз за наших усопших братьев, за наших умерших сестер, это свято для каждого мусульманина. Поэтому любой мусульманин, когда слышит, что где-то будут совершать джиназа намаз за братьев и сестер, он должен постараться, если у него какие-то дела, эти дела или отсрочить, или побыстрее сделать, но он должен постараться участвовать в этом джиназа намазе. Потому что очень много достоинств совершения джиназа намаз, как для тех, кто совершает, и для тех, за кого совершает. Поэтому чем больше у нас в джиназа намазе будет братьев, чем больше будет участников молящихся, тем, иншаллах, будет шансов больше, что Аллах Тааля простит или примет наша дуа и примет наши истигфар и простит грехи этого умершего брата или сестры. Поэтому быть может даже так, что, например, за него совершали намаз, участвовали во время намаза 50 человек, 60, но вот среди них оказался кто-то такой, который, машаллах, больше всех просил, или у него искренности было больше, чем у всех. Он просил за него истигфар, потому что джиназа намаз, мы говорили, что состоит из 4 частей, да? 4 такбират. И если мы совершим 4 такбира, это уже джиназа намаз. Но после каждого такбира есть право. После первого такбира право Аллаха. Поэтому, когда мы говорим первый раз Аллаху Акбар, мы восхваляем Аллаха такими же словами, которыми восхваляем Аллаха во время намаза. По нашему масхабу, по масхабу Абу Ханифа, некоторые ученые говорят, что в некоторых масхабах суратуль Фатиха читается, но в нашем масхабе, когда мы первый раз Аллаху Акбар говорим, мы восхваляем Аллаха. Субханак Аллахума бихамдик, ва табарак асмук, ва тааля джаддук. И до конца. Это право Аллаха. То есть первый такбир, и после первого такбира это право Аллаха. Второй такбир, там уже идет право пророка, алейхиссаляту вассалям. То есть салават читается. Аллахумма салли алейхи. Такой же салават, который мы читаем во время намаза. И это является наилучшим салаватом из всех салаватов. Поэтому Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим ва аля Ибрахим, и до конца. Это уже получается после второго такбира мы, альхамдулилля, воздаем мольбу, дуа за нашего пророка. Это право пророка. И вот только после третьего такбира, здесь идет уже право мусульман, мусульманок, и живых, и неживых, и нашего брата или сестру, тело, которое лежит перед нами. Поэтому только после третьего такбира мы делаем дуа за него. И то же самое мы знаем во время дуа. То есть адабу дуа, этикет дуа, когда ты обращаешься к Аллаху со своими мольбами, не надо сразу просить у Аллаха. Мы знаем, сначала нужно восхвалить Аллаха. Мы говорим «Альхамдулиллахи Раббил Аламин». «Альхамдулиллахи Раббил Аламин». Мы восхваляем Аллаха. Прежде чем что-то просить у Него, мы восхваляем и благодарим Его за то, что Он уже дал нам. Поэтому самое первое, с чего мы должны начинать, это мы должны поблагодарить Аллаха, восхвалить Его. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Инна альхамдулиллахи нахмадуху ва настаину, и так далее. Потом идет право не наше еще, а нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы должны воздать салават ему. То есть Аллахумма салли аля Мухаммад. Салли аля Мухаммад. О Аллах, благослови нашего пророка. То есть мы делаем дуа за нашего пророка. И только после того, как мы восхваляем Аллаха и делаем салават его пророку, только тогда мы возвращаемся к нашим потребностям, то есть к нашим правам. И вот здесь то же самое, джиназа. Вот поэтому, когда мы будем просить у Аллаха дуа, иншаллах, здесь очень важно дуа каждого.
каждого, кто участвует во время намаза. И поэтому чем больше участников, тем больше дуа, тем больше сердец искренних, и тем больше шансов, что Аллах Тааля простит ему. Поэтому вот в хадисе говорится 100 человек. Есть хадисы про 40 человек еще, про 40 человек. И вот это то, что касается, то есть причина прощения грехов, когда за тебя молятся. Но есть еще причина прощения грехов, когда ты совершаешь джиназа. То есть за это и тебе простятся грехи, но это уже у нас через еще несколько уроков будет, иншаллах. Вот, следующий хадис. Истигфару арба'ина ли му'минин индаль маут. Когда верующий умирает, если за него попросят прощения 40 человек. 40 человек, если попросят за него прощения, то есть истигфар сделают, это будет причиной прощения его грехов. Абдулла ибн Аббас, радиаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Ма мин арба'ина мин му'минин ястагфируна ли му'минин илля шаффа'ахумуллаху фихи». Если 40 верующих попросят прощения за одного верующего, обычно мы когда просим? Когда он умирает. Так ведь? Обычно когда джиназу совершаем. Если 40 верующих попросят прощения за верующего, «Илля шаффа'ахумуллаху фихи», Аллах обязательно примет их ходатайство, их заступничество за него. То есть, получается, мы же заступаемся за него. О Аллах, прости ему грехи. О Аллах, прости ему прегрешения. Мы же за него, получается, просим. Аллах обязательно примет их заступничество. То есть, примет их дуа. И получается, если Аллах примет, значит, простит им их грехи. Этот хадис сахих, достоверный, раваху ибн Маджа, рахимахуллах. Идем дальше. Ну вот тут порядок примерно такой, да. Мы с вами на том уроке говорили про терпение, про тех людей, которых постигают трудные испытания. Кто-то потерял кариматейхи, 2 друга своих, да, глаза, зрение потерял. Хабибатейхи, у кого-то Аллах забрал 2 любимых друзей, хабибатейн, то есть 2 глаза. Кто-то потерял близкого человека и проявил терпение. Кто-то испытывал болезни, эпилепсию, лихорадку, мы с вами, да, читали. И отдельный хадис про того, кто потерял своего ребенка и восхвалил Всевышнего Аллаха. Аллах приказал ангелам построить для него дом Бейтуль-Хамд, не назвать его днем, а домом восхваления. И вот это те, кого постигла беда. Они потеряли что-то, да? И вот потом мы потихоньку перешли на тех, кто помогает тому, кого постигла трудность. Так ведь? Кто потерял. Например, вот Гаядатуль Марид, следующая причина у нас была, это посещение больных. Если кто-то потерял здоровье, ты идешь к нему, и у него прощаются грехи, потому что он проявляет терпение. И у тебя появляется шанс пойти к нему, посетить его, и 70 000 ангелов будут просить прощения за тебя. И вот так идет. Если человек умер, у него у родных горе. Так ведь? Человек покидает эту землю, мы за него делаем дуа. 100 человек, 40 человек, если сделают дуа, будет причиной прощения грехов. Да? И вот утешение, следующая причина, человек умирает, да, мы за него дуа делаем. Мы за него, может быть, долги заплатим. Мы за него истигфар делаем. Это очень помогает нашим братьям, сестрам, которые умерли. Это очень сильно помогает. Но есть еще одна причина прощения наших грехов, когда мы начинаем утешать его близких. Вот умер наш брат, у него остался муж, у нее остался муж, например, да? Родители потеряли ребенка, брат потерял братишку или сестренку и так далее, и так далее. И вот следующая причина прощения наших грехов – это та'зиятуль муслими ауиль муслимати, утешение мусульманина или мусульманки. Как передает Амр ибн Хазм, радияллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ма мин му'минин ю'аззи ахаху би мусибатин
любой верующий, который будет утешать своего брата, когда того постигло испытание, то есть он начинает утешать его, он начинает подбирать какие-то слова, помогать ему. Так ведь? Любой верующий, который будет утешать своего брата, которого постигла трудность, «Илля касаху Аллаху азза ва джалля мин хулялиль джанна», Аллах обязательно оденет его мин хулялиль джанна, из одеяний рая, из райских одеяний. То есть, чтобы человек был одет в райские одеяния, что нужно сделать? Чтобы он оказался в раю. Так ведь? А чтобы оказаться в раю, нужно, чтобы Аллах простил ему его грехи. Поэтому получается, то, что мусульманин идет к брату мусульманину, мусульманка идет к сестре мусульманке, да, когда ему трудно, когда он потерял кого-то, да, или что-то, и он идет, утешает его, подбирает слова, делает за него дуа, помогает ему в этот трудный час, успокаивает его. И это причина того, что он будет в раю, причина того, что Аллах простит ему грехи и даст ему одеяние райских садов. И в другом риваяте от Анаса радийаллаху анху говорится в хадисе, что тот, кто утешает, успокаивает своего брата верующего, которого постигло испытание, касаху Аллаху хуллята худра юхбару биха. Аллах Всевышний оденет на него зеленые одеяния, и люди будут видеть это одеяние и завидовать ему. То есть Аллах Тааля одарит его такими одеяниями, да, зелеными одеяниями, что люди будут смотреть на него и завидовать, то есть они тоже будут желать, чтобы у них была такая одежда. Вот поэтому мы с вами говорили и будем говорить, что когда приходит испытание в какой-либо дом, в какую-либо семью, мы должны понимать, что это испытание приходит не только в этот дом, это испытание приходит и к его соседям, его близким, братьям, сестрам, родным, потому что как ты среагировал на это? Вот брат потерял, например, ребенка, да? Потерял свое чадо, брат потерял жену, брат потерял еще что-то. Можно даже имущество, да? У него там, не знаю, магазин сгорел, еще что-то, имущество потерял. Вот Аллах Тааля этим самым испытывает не только его. Как он, проявит ли он терпение, будет ли он желать награды Аллаха, да? И будет доволен этим испытанием, да? Но не только его, а как мы пришли к нему на помощь, как мы успокоили его, как мы утешали его, как мы помогали ему. Поэтому, конечно, когда кого-либо постигает зло, мы не должны радоваться этому. О, машаллах, человек потерял ребенка, я могу пойти утешить его. Да, не, мы так не смотрим. Аллах согласен, мы говорим. Да упасет Аллах нас от этих испытаний. Мы не просим ни за кого эти испытания. Но даже когда нас постигает зло, мы должны превращать это зло во что? В добро. Даже если нас постигает зло, мы должны уметь, мусульманин должен уметь по воле Аллаха, по милости Аллаха, он должен уметь превратить это в добро. Поэтому даже человек, который теряет близкого человека, если он проявит терпение наилучшим образом, в итоге даже вот эта страшная трагедия, которая у него случилась в жизни, Аллах обязательно обернет для него благом, потому что Аллах ни перед кем он в долгу не остается. Он обязательно отблагодарит его за то, что он достойно принял это испытание и что он достойно проявлял терпение. И Аллах обязательно одарит его награды обязательно. Поэтому здесь то же самое. Вот посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мы знаем, его выгнали с его родной земли. Его заставили покинуть Мекку. И он не радовался. Что вот, альхамдулилля, наконец-то я ухожу. Он плакал. Он скучал по Мекке. Он любил Мекку.
Но когда его вынудили оставить его родные земли, да, когда сподвижники оставили, некоторые даже свои семьи не смогли забрать, да, имущество, там, торговлю, они все оставили. Некоторые без ничего пришли, многие без ничего пришли в Медину, но Аллах Тааля потом пророку дал построить то, чего он не смог построить в Мекке. Он построил общество мусульман, он построил государство мусульман. Поэтому то зло, которое на него отправили, альхамдулилля, по милости Аллаха, он превратил в добро. Поэтому любое зло, любая трудность из этого зла, из этой трудности, из этих испытаний мусульманин должен уметь извлекать пользу. Поэтому брата постигла трудность, иди к нему, помоги ему, и Аллах простит тебе твои грехи, иншаллах. Поэтому это в любой жизненной ситуации так. Я когда в Нижнекамске жил, в городе, оказывается, я сам приехал там с Арманова, с деревни, мы там все друг друга знали, все с друг другом здоровались, а я приехал в город, там полдеревни живет в одном доме, так ведь? И никто никого не знает, никто ни с кем не здоровается. И не понимаешь, там, здравствуйте ему сказать, исямнесас ему сказать, салям алейкум надо. Не понимаешь, и многие не здоровались. И альхамдулилля, Аллах Тааля дал нам испытание. С 8-го этажа сосед потопил всех нас. Мы идем с семьей с таравих намаза, 12 ночи летом. Да? Я смотрю, весь подъезд бежит, кто-то в семейных трусах, кто-то в пижаме, там все бегают, там что-то случилось. Я говорю, что случилось? Все такие, вот, говорит, потоп там. Я говорю, в каком этаже? 8-м. Я говорю, так я же 7-й. Так вот через тебя все идет, говорит. Альхамдулилля, все плавает, все, открыли дверь. И вы знаете, мы все подружились там, все начали здороваться, друг друга узнавать, машаллах. Видим одного со 2-го этажа, вспоминаем, как он в семейных трусах бегал там с ведрами, да. Машаллах, вот Аллах дал нам испытание, да. Лишил нас покоя, и мы сразу подружились. Поэтому не надо ждать, чтобы Аллах Тааля чего-то нас лишал, чтобы мы как-то дружили друг с другом, да, общались. Следующая причина. «Ман шаба фил ислами ва тарака шей». Кого постигла седина в исламе, будучи в исламе, ва тарака шей, и он оставил эту седину. Ибн Амр, радиаллаху анхума, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: любой мусульманин, которого постигает седина волос, бороды, в исламе, именно в исламе, будучи мусульманином, Аллах обязательно, катабаллаху лаху биха хасана, Аллах обязательно за каждый седой волос даст ему награду, аджр, вахатта анху биха хатиа, и за каждый седой волос Аллах простит ему одно прегрешение. То есть получается, каждый седой вот этот волосок является причиной того, что Аллах за каждый волос в исламе, который посидел, да, за каждый волос седой Аллах даст ему награду, аджр, и за каждый волос Аллах простит ему грехи. Поэтому помимо этого хадиса, этот хадис у нас сахих, раваху Абу Дауд, и помимо этого хадиса есть очень много хадисов, которые указывают на достоинство седины мусульманина. То есть, когда к человеку приходит уже, так скажем, человек взрослеет, становится взрослым или же уже становится пожилым, седых волос у него, конечно, будет больше. Но каждый седой волос, это будет для него как награда, аджр. И как в хадисе говорится, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: не выщипывайте, не выдергивайте седые волосы, ибо каждый волос мусульманина, седой волос, это нур мусульманина, это свет му'мина, это свет. Поэтому пророк, алейхиссаляту вассалям, запрещал выщипывать. Некоторые там увидят там волос, да, особенно женщины. И Аллах, я там старею, там быстрее надо, да? Нет, это свет. Если эти волосы посидели на пути Аллаха, машаллах, это ступеньки
твои перед Аллахом. Потому что в хадисе говорится, что седой волос – это свет нуруль мумин, это нур мусульманина. Седой волос, за каждый седой волос Аллах Тааля пишет одну награду. Если у тебя там 1000, иншаллах, получишь 1000, да? За каждый седой волос Аллах возвышает на одну ступень, говорится в хадисе. Ярфау биха дараджа, то есть за каждый седой волос ты поднимаешься на одну ступеньку перед Аллахом. И за каждый седой волос Аллах простит тебе твой грех. Поэтому хадисов много. Поэтому хадисы указывают на то, что нельзя выщипывать, сидеть, выдергивать седые волосы. И надо уважать. Нужно уважать аксакалов, нужно уважать обладателей седых голов. Это свято для нас. Следующая причина – кираатуль Кур'ан. Чтение Кур'ана. Чтение Кур'ана. И даже хадис есть, да? Не из нас тот, кто не уважает седину старших и кто не проявляет милосердие по отношению к младшим. То есть, если человек младше тебя, значит, ты должен быть благосклонным к нему. Да, может быть, у тебя там сил больше, может быть, у тебя там, как тебе кажется, разума больше, жизненного опыта больше, но это не значит, что ты должен обижать его, ущемлять его права, потому что он младше тебя. Поэтому посланник Аллаха сказал, не может мусульманин быть полноценным мусульманином. Мы, конечно, не выводим в куфр, как некоторые хавариджи могут утверждать. Да? Вот пророк же сказал, не может быть мусульманин. Не из нас тот, значит, не мусульманин, если он не будет уважать старших и не будет проявлять милость к младшим. Нет, мы говорим, что он не сможет быть настоящим, совершенным мусульманином, он не сможет обладать совершенным исламом, пока он не будет обладать совершенным исламом, пока не научится быть милосердным по отношению к младшим и уважать седину старших. Поэтому это для мусульманина свято. В этом и проявляется ислам мусульманина. Если мусульманин, машаллах, умеет совершать намаз, выучил там несколько сур или там несколько десятков сур, да, но он так и не научился уважать старших только за то, что они больше него жили, они старше него. Это не есть проявление его ислама. Поэтому, когда Абу Бакр, радийаллаху анху, когда у него отец, у Абу Бакра, принимал ислам, он уже был таким пожилым дедушкой, и он взял его за руки и повел к пророку. Тот пришел бедный, уже хромая, как бы старый человек, обессилившийся. И когда посланник Аллаха увидел это, он сказал Абу Бакру, он возразил ему, ты почему заставил такого старого человека прийти ко мне, чтобы тот принял ислам и баягат дал? Если бы ты мне сказал бы, я сам бы пошел к нему. То есть пророк, алейхиссаляту вассалям, он застеснялся, потому что пожилой аксакал еле-еле пришел к нему, чтобы засвидетельствовать. Он сказал, если бы ты мне сказал, я бы сам пошел бы к нему. Поэтому, альхамдулилля, уважение к старшим и милосердие к младшим, это основы из основ ислама, альхамдулилля. И это проявление нашего ислама. Кираатуль Кур'ан, чтение Кур'ана. Всевышний Аллах говорит, сурат Фатир, 29 и 30 аяты. Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Инналлазина ятлуна китаб Аллах. Аллах здесь будет перечисляет несколько благих дел, но начинает именно с чтения Корана. Воистину те, которые читают книгу Аллаха, ва акамус саля, и выстаивают молитву, совершают намаз, ва анфаку мимма разакнахум сирран ва алянията. Также они расходуют из того, что мы им наделили, то, что мы им дали, сирран ва алянията, и это происходит как скрыто и как явно, то есть иногда при людях, иногда совершают это, когда никто их не видит, кроме Аллаха. Они, те, которые совершают все эти дела перечисленные, ярджуна тиджаратан лан табур,
они стремятся к торговле, которая не может быть безуспешной. Она не может, вот эта торговля, она не может быть безуспешной. И Аллах Тааля говорит: «Лиюаффияхум уджурахум ва язидахум мин фадли». И Аллах Тааля обязательно даст и добавит им их награду из своей милости. То есть они получат то, чего они хотели, и Аллах еще добавит им из своей милости. Иннаху гафур, потому что воистину Аллах прощающий. Аллах прощающий, шакурун и благодарный. И благодарные. Вот здесь Аллах Тааля перечислил 3 благих дела: чтение Корана, книги Аллаха, выстаивание намаза и расходование на пути Аллаха. И вот почему люди читают книгу Аллаха, почему они выстаивают 5-кратный намаз, несмотря на жизненные проблемы, несмотря на то, что иногда приходится зимой на снегу читать, на работе где-то тахарат брать, да? И также расходуют из того, что Аллах им дал. Они дают садака, они помогают неимущим, помогают фи-сабилилля. Иногда, даже если сами нуждаются, у них какие-то расходы, они могут на что-то другое это потратить. Так ведь? Нет. Почему они все это делают? Они, Аллах Та'аля говорит, ярджуну тиджаратан. Они надеются совершить сделку, торговлю, которая не может быть бесприбыльной. Она обязательно будет прибыльной. Вот эта сделка, вот эта торговля, где они торгуются, да, где они создают причины вот эти, они понимают, что здесь без прибыли не будет. Прибыль она обязательно будет. Поэтому вот здесь совершение благих дел Аллах сравнил с чем? С выгодной торговлей. Человек, который совершает благие дела, он совершает это ради Аллаха, и он заключает сделку с кем? С Аллахом. Он ведет торговлю, он торгуется с Аллахом. И на это указывает другой аят. Другой аят, сурат Ас-Саф, где Аллах Та'аля говорит: «Я юхаллавина аману», а те, которые уверовали, «Халь адуллюкум аля тиджаратин». О те, которые уверовали, не указать ли мне вам торговлю, не показать ли мне вам торговлю? Прямо говорится торговля, бизнес, коммерция, да? Не указать ли мне вам торговлю? Какую торговлю? Тунджикум мин азабин алим. Торговля, которая спасет вас от мучительных страданий. Она спасет. Если вы будете вести эту торговлю, эта торговля, результат, прибыль этой торговли, она спасет вас от мучительных страданий. То есть обеспечит для вас благополучную жизнь, как в этой жизни, и милость Аллаха в жизни вечной. Поэтому Аллах торгуется. «Инна Аллаха штара миналь му'минина». В другом аяте говорится: воистину Аллах купил у верующих их жизни и их имущество. Аллах покупает, Аллах торгуется с нами. Поэтому каждый человек, который совершает какое-либо благодеяние, да, он читает книгу Аллаха, он совершает намазы, и он расходует на пути Аллаха, он торгуется с кем? Он торгуется с Аллахом. Он ведет торговлю с Аллахом. Его компаньон по бизнесу, по торговле сам Аллах. И он должен понимать, что в результате эта торговля, эта сделка, она никак не может быть безвыигрышной. Обязательно здесь выигрыш, обязательно здесь прибыль будет. Поэтому Аллах Та'аля говорит: «Лиюаффияхум уджурахум». Несомненно, Аллах даст им их награду. И еще что? «Ва язидахум мин фадли». И еще добавит. Они получат еще больше получат, иншаллах. Воистину Аллах прощающий. То есть Аллах простит им прегрешения. Ва шакурун, и благодарный. Аллах благодарный. Когда ты совершаешь что-либо ради Него, Аллах обязательно отблагодарит тебя. Обязательно отблагодарит тебя. И, по-моему, на лекциях вот у нас были такие не длинные лекции, не продолжительные, перед джумга идет, да? И вот как прощать людей и как проявлять терпение в отношениях с людьми. Мы с вами говорили, даже когда человек прощает кого-либо, жена прощает мужа, муж прощает жену,
Он это должен делать ради чего? Ради кого? Не ради мужа, не ради жены. Потому что если ты сделаешь что-либо ради мужа, да ты не дождешься от него благодарности. Если ты что-то сделаешь ради жены, ты не дождешься благодарности, поэтому делай все ради Аллаха. Даже простишь жену, прости ради Аллаха. Простишь мужа, прости ради Аллаха. Простишь брата, прости ради Аллаха. А когда что-либо совершаешь ради Аллаха, ты должен знать, иннаху гафурун, Аллах прощающий, шакурун, и Он благодарный. Аллах обязательно отблагодарит тебя. Сполна, даже говорит, ваязидахум мин фадли, и Он еще добавит от себя, потому что, альхамдулилля, Аллаху Рахман, Аллаху Рахим. Вот это сура Фатир, 29-30 аяты. Также Абдулла ибн Мас'уд, радиаллаху анху, передает в хадисе, говорится, та'аллямул Кур'ан. Учите Кур'ан, учитесь Кур'ану. فَإِنَّهُ يُكْتَبُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنْهُ 10 حَسَنَاتٍ. Воистину, за каждое прочитанное тобой букву в Коране запишется сколько? 10 благих дел. Ты читаешь одну букву, за это получаешь 10 наград, 10 аджров. И аджр это не какая-то валюта, это благие дела. Как будто ты совершил 10 благодеяний. وَيُكَفَّرُ بِهِ 10 سَيِّئَاتٍ. И за эту букву, одну букву, тебе простятся 10 твоих прегрешений. Простятся 10 твоих прегрешений. أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيمْ وَلَكِنْ أَقُولُ أَلِفْ 10 وَلَمْ 10 وَمِيمْ 10. И я не говорю алиф лям мим, это есть одна буква. Я говорю алиф, за это 10, лям за это 10, мим за это 10. Получается, когда мы говорим алиф лям мим, мы получаем 30 аджр, 30 благих дел, 30 прегрешений простятся за 3 буквы в Коране, когда мы читаем Коран. Вот это есть торговля с Аллахом. Альхамдулилля. Этот хадис сахих, ахраджаху ибн Аби Шейба. И другие. Идем дальше. Аль-икфар мин кираати куль хуаллаху ахад. Когда человек много-много читает суру Ихляс, Аль-Ихляс. Ну, мы знаем, сура Аль-Ихляс, это одна из самых коротких сур в Коране, но несмотря на это, мы должны понимать, да, суратуль Ихляс короткая сура, но значение этой суры действительно велико. Действительно велико, и поэтому 3, еще в хадисе говорится, 3 ихляса, они стоят как целый Коран. Так ведь? Целый Коран. Потому что суратуль Ихляс, значение это таухид, это единство Аллаха, это то, что Аллах не родил и не был рожден, и никогда никто не сможет быть наравне с Аллахом, и не был ему равным ни один, поэтому в этом заключается суть акиды мусульманина, в этом заключается суть религии, что есть Аллах, что Аллах един, нет других таких божеств, нет у него ни супруги, ни детей, ни родителей, он только один. Он не мужчина, не женщина, он не молодой, не старый, он вечный. И все нуждаются в нем, а он ни в ком не нуждается. Так ведь? И никогда никто не был ему равным ни один. Поэтому эта сура, в этой суре заключается суть всей религии. Поэтому мусульманин должен любить эту суру. Должен любить и часто читать эту суру. И когда посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, рассказали про одного сподвижника, который так любил эту суру, так часто ее читал, что он иногда во время намаза в каждом ракаате читал эту суру. В каждом ракаате он добавлял эту суру. И когда это рассказали пророку, алейхиссалату вассалям, он спросил, а почему ты так делаешь? Почему ты так делаешь? На что он ответил, «Инни ухиббуха», потому что я так люблю эту суру. Я так люблю эту суру. И тогда посланник Аллаха сказал, «Хуббука ияха адхалакаль джанна». Любовь твоя к этой суре введет тебя в рай. Введет тебя в рай. То есть то, что ты любишь эту суру, значит, ты любишь Аллаха. Значит, ты любишь повторять, что Аллах один. Что Аллах один, что Он не родил и не был рожден. Поэтому
любовь твоя к этой суре введет тебя в райские сады, раваху аль-Бухари. Этот хадис в сборнике имама Бухари. Поэтому, машаллах, это вот этот хадис указывает на достоинство этой суры. Также в другом хадисе, который передает нам Абу Хурайра радийаллаху анху, который говорит: как-то раз ахбальту ма расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям фасамиа раджулян якрау. Как-то раз я, когда был рядом с пророком саллаллаху алейхи вассалям, он услышал одного мужчину, который читал «Куль ху Аллаху ахад, Аллаху самад, лям ялид валям юлад, валям якуль лаху куфуан ахад». То есть суратуль Ихляс. И когда посланник Аллаха услышал, как он читал эту суру, он сказал «ваджабат», то есть обязательно для него. Стало обязательно для него. И тогда передатчик этого хадиса Абу Хурайра, я, говорит, спросил: «Мада, я Расуль Аллах, а что для него обязательно, я Расуль Аллах?» И тогда он сказал: рай для него обязателен. То есть, когда тот читал эту суру, посланник Аллаха услышал его чтение этой суры, и он сказал: для него рай обязателен. Для него рай обязателен. И тогда, говорит, Абу Хурайра, я, говорит, так хотел побежать к нему, подойти к нему и обрадовать его этой вестью, потому что посланник Аллаха, он же сказал, что для него будет рай обязателен. Но, говорит, я опасался, что если я сейчас оставлю пророка, я пропущу обед с ним. То есть я пропущу день с ним, я отстану от него. А Абу Хурайра, радийаллаху анху, не хотел отставать от него. И я, говорит, отсрочил это. Я подумал, что потом, когда я расстанусь, оставлю пророка, я подойду к нему и обязательно скажу ему. И когда он ушел от пророка, пророк ушел по своим делам, и он ушел, он побежал к нему, но я, говорит, я не нашел его. Я не смог до него донести, но зато донес до кого? До нас всех. Так ведь? Радийаллаху анху. Этот хадис раваху Малик, Ан-Насаи, Тирмизи и имам Аль-Хаким сказал, что этот хадис достоверный. Иснад хадиса достоверный. Поэтому, альхамдулилля, вот когда я когда выучил эти суры, вот это суратуль Фатиха, еще в 90-х годах, когда в мадрасе учился, Куль ху Аллах, потом начал учить какие-то большие суры, да. И когда сначала я читал суру Куль ху Аллах, больше читал суратуль Фатиха, а когда начал учить другие суры, и как-то я думал, что вот надо, наверное, читать больше такие большие суры, потому что они, машаллах, такие большие суры, да. Я начал как-то, по юношеской, как бы безграмотности, может быть, я начал пренебрегать этими сурами. Даже когда вот люди в гости куда-то зовут, например, Ашка, они же просят, чтобы имам почитал им суру, да. Я старался не читать суратуль Фатиха, потому что все эту суру знают, как я думал, да. Суратуль Ихляс я старался не читать, я читал там какие-то большие суры, да. Может быть, думал, что вот меня там больше уважать будут, да. А потом, когда я начал все-таки более и более взрослеть, может быть, знаний в чем-то стало хотя бы немножко больше, да, я начал понимать, что несмотря на то, что суратуль Фатиха, мы так часто ее читаем, она не может быть меньше достоинством, чем те суры, которые мы считаем, что они большие, да, потому что мы знаем, что самая святая сура, самая великая сура в Коране – это Фатиха, несмотря на то, что она не длинная. Она короткая, да, но это сколько аятов, да, но несмотря на это великая сура. И суратуль Ихляс, несмотря на то, что она короткая, и аяты короткие, и легкие для заучивания, да, а может быть в этом мудрость Аллаха, что вот такая великая сура, и она такая легкая, чтобы ее учить, что даже дети знают эту суру. Может быть в этом мудрость Аллаха. Поэтому ни в коем случае нельзя пренебрегать вот этими сурами. И надо их читать, и надо любить эти суры. Любить эти суры. Идем дальше. Ад-зикр. Поминание Аллаха. Поминание Аллаха. Когда человек поминает Всевышнего Аллаха. Это тоже причина прощения грехов. Как передает Саид, Абу Саид и Абу Хурайра, радийаллаху анхума, которые говорят, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
«Инна Аллаха астафа миналь калями арбаа». Воистину Аллах выбрал из всех слов 4 слова. То есть эти 4 слова, они оказались избранными. То есть это самые великие слова. Арбаан. Первое – Субханаллах. Субханаллах, то есть пречист Аллах от всех недостатков. У Аллаха не может быть никаких недостатков. То есть ему присущи качества, имена и деяния только совершенства. Поэтому Аллах пречист от всех недостатков. Второе – избранное слово. Вальхамду лиллях. То есть вся хвала Всевышнему Аллаху принадлежит. Валя иляха илляллах. Третье – калимату таухид. Ля иляха илляллах. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. И четвертое – Аллаху акбар. Аллаху акбар. Если все это читать вместе, субханаллахи, вальхамдулиллахи, валя иляха илляллаху, валлаху акбар. То есть эти слова мы повторяем после намазов, но мы, так как их часто повторяем, да, мы уже не понимаем весь смысл и достоинство этих слов. И даже когда мы эти слова повторяем, например, там на пальцах или кто-то на щетках, да, мы уже как-то автоматически. Мы когда говорим «Субханаллах», мы не представляем совершенство Аллаха. Мы не представляем, вот как Аллах Тааля создатель всего этого, да, что Он пречист от всех недостатков. И никакие недостатки Ему не присущи. Мы про это не думаем. Это автоматически. А на самом деле Аллах сказал 4 слова. Аллах избрал из всех слов. Избрал, они избраны. Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ва ля иляха илляллах, валлаху акбар. И кто скажет, фаман каля, посланник Аллаха говорит, и кто скажет, Субханаллах, кутибат лаху айшруна хасана. وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُونَ سَيِّئَةً. Машаллах. И кто скажет Субханаллах 1 раз, Аллах запишет ему 20 благих дел. 20 аджров получит. وَحُطَّتْ عَنْهُ عَشْرُونَ سَيِّئَةً. И Аллах сотрет его 20 прегрешений. То есть Аллах простит ему 20 прегрешений. وَمَنْ قَالَ. И кто скажет Аллаху Акбар. И кто скажет Аллаху Акбар 1 раз, он получит такой же аджр. Мифлю далик. То есть 20 благих дел совершения и сотрет ему 20 прегрешений. Ваман каля ла иляха илляллах. И кто скажет ла иляха илляллах, мифлю далик, он получит такой же аджр. Ваман каля альхамдулиллахи раббил аламин. И кто скажет вся хвала лилляхи Аллаху Господу миров, мин кибали нафсихи кутибат лаху 30 хасанатан ва хутта анху 30 хатиатан. То есть от всего сердца, от всей души, если он скажет вальхамдулиллахи раббил аламин, Аллах запишет ему 30, награду 30 благих дел, 30 аджров и простит ему 30 прегрешений. Этот хадис имам Ахмад передает, Хаким, и сказали, что иснад этого хадиса достоверный, сахих. Поэтому, дорогие братья, вот это те как раз слова, которые мы с вами часто, казалось бы, повторяем, но вот, может быть, из-за этого частого повторения мы с вами начинаем забывать про достоинство этих слов, мы начинаем пренебрегать, и все это уже превращается, когда мы просто теребим воздух, да? Просто бессмысленно, просто сами даже не понимаем, а какие великие слова мы с вами произносим. Поэтому все это должно проходить через наши сердца. Через нас надо научиться, вот когда мы даже 33 раза Субханаллах, 33 раза Альхамдулилля, 33 раза Аллаху Акбар. Когда вот эти слова мы говорим, мы должны понимать, что это великие слова. И за это мы можем, машаллах, через эти слова мы можем заработать очень много аджра. Очень много аджров. Ведь когда пришли немощные, нищие, пришли к пророку, саллаллаху алейхи и сказали, что вот богатые, они обогнали нас, они закят дают, они помогают неимущим, а мы не можем, весь аджр они берут. Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал, а вы после намаза говорите, субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар. Да? И они обрадовались, машаллах, мы, оказывается, можем тоже собрать очень много аджри. И они начали говорить, но потом богатые услышали, что они это так говорят, и они начали говорить. И они прошли к пророку, а вот они начали то же самое говорить. Залика фадлуллах. И это, говорит, милость Аллаха, и Аллах
одаряет из этой милости того, кого пожелает. Поэтому, альхамдулилля, это великие слова, но, к сожалению, я еще раз говорю, дорогие братья, мы пренебрегаем, не понимаем смысл этих слов, и обязательно нужно учить себя вот это смирению, как мы во время намаза учим, чтобы через разум наш, не просто через наш язык проходило это слово, чтобы через ум, через наши мозги, через наше сердце все проходило. Вот то же самое в зикрах мы должны учиться. Пусть будет помедленнее, пусть будет поменьше, но зато через сердце все должно быть. Вот же он один раз Куль ху Аллах прочитал. Вы что думаете, он просто взял и прочитал и оказался в раю? Пророк услышал, а он в раю, все. Только за то, что Куль ху Аллах прочитал, да мы сейчас миллион раз прочитаем. Так ведь, чтобы миллион гарантий у нас было? Нет. Он это прочитал, но это не пророк сам не просто так сказал. Значит, в этом есть мудрость какая-то. Значит, этот ихлас у него есть. Куль ху Аллах у него в сердце, значит, в жизни. Поэтому это не просто так. И вот то же самое. Субханаллах, вальхамдулилля, валлаху акбар. Ва иляха илляллах, валлаху акбар. Саад, радиаллаху анху, передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аю'джазу ахадукум ан яксиба кулли яумин альфа хасана». Может ли кто-либо из вас, то есть неужели никто из вас, вот так перевести будет лучше, неужели никто из вас не может каждый день приобрести, совершить 1000 благих дел? То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, спросил: неужели никто из вас не может, не в состоянии совершить каждый день 1000 благих дел? Вот это он у нас спросил. Представим себе, да? Вот кто из нас может в день совершить каждый день, не один день, а потом на неделю там отдохнуть, да, уставший от благих дел? Нет, каждый день кто из нас может совершить 1000 благих дел? Вот сейчас задайте себе вопрос. И я отвечу вам словами пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он вот так спросил: аюхджазу, неужели вы немощный, не в состоянии совершить каждый день 1000 благих дел? Вот так посланник Аллаха спросил. И тогда он продолжил, он ответил: «Юсаббихуллаха ми'ата тасбиха, ми'ату тасбихати». Восхвалять Всевышнего Аллаха словами «Субханаллах» 100 раз. «Фаяктубуллаху лаху биха альфа хасана». То есть, если человек 100 раз скажет «Субханаллах», Аллах запишет ему за это 1000 благих дел. Как будто он совершил 1000 благих дел. «Ваяхутту анху биха альфа хатиа». И он сотрет, то есть простит ему за эти 100 тасбихов альфа хатиа, 1000 прегрешений. Этот хадис раваху Муслим. Это не сказки, дорогие братья. Это хадис сборники имама Муслима, также имама Ахмада, также Ан-Насаи и так далее, и так далее. Это милость Аллаха. Это милость Аллаха. Поэтому обязательно надо вот эти зикры сделать частью нашей жизни. Вы не думайте, что сегодня я так долго вам говорю, просто время намаза еще не подходит и не подходит, поэтому, иншаллах, еще минут 4-5, кому надо обновить тахарат, обновляйте, а я, иншаллах, еще 3-4 минуты вас займу. Идем дальше. Ад-зикру индаль вуду. Ну, это уже идет тема зикров, да? Тема поминания Аллаха. Поминание Всевышнего Аллаха после совершения омовений. Вот как раз про омовение мы начали, да? Этот хадис передает нам Умар ибн аль-Хаттаб, радийаллаху анху, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас совершит омовение и сделает омовение наилучшим образом, то есть практически все хадисы, которые указывают на достоинство омовения, указывают на этот момент, что омовение нужно сделать наилучшим образом, не как попало, да? «Thumma qala», и после того, как он совершит омовение, тахарат Аллах, он скажет эти слова: «Ашхаду», я свидетельствую, «Ан ла иляхаилляллах», что нет божества истинного, кроме Аллаха,
вахдаху, и он один, ла шарика ля, и нет у него сотоварища, ва ашхаду, я также свидетельствую, анна Мухаммадан, что Мухаммад, абдуху ва расулю, является его рабом, не сыном, так ведь, рабом и его посланником. Если он скажет эти слова, ашхаду ан ла иляха илляллах, вахдаху ла шарика ля, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулю. Кому эти слова неизвестны? Все мы знаем, так ведь? Ашхаду ан ла иляха илляллах, вахдаху ля шарика ля, он один и нет у него сотоварища. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Ему обязательно перед ним откроются врата 8 райских садов, 8 райских врат, и он ядхулу мин аййиха ша, и он войдет в рай через то ворота, которое он пожелает. То есть 8 врат пред ним откроются, и он сам выберет, через какие ворота ему пройти в рай. Этот хадис в Сахих Муслим, и помимо Муслима еще есть хадис в сборнике Тирмизи, где добавляется к словам шахада еще такой дуа: Аллахумма джгальни минат тауабин ва джгальни миналь мутатаххирин. О Аллах, сделай меня из числа тех, кто каются перед тобой за свои грехи, вадж'алли миналь мутатаххирин, и сделай меня из числа тех, которые очищаются ради тебя. Вот этот хадис указывает на то, что если мы будем соблюдать вот этот зикр, говорить этот зикр, ну это не так все сложно, так ведь, альхамдулилля, это будет причиной того, что Аллах простит нам наши грехи. И дальше у нас, ну, на этом, наверное, на сегодня все. Адкарус сабах и валь маса, несколько зикров, которые произносятся утром и вечером, кафаратуль маджлис и так далее, и так далее. Несколько, я все не буду, потому что тут очень много, но избранно, иншаллах, будем идти вперед, продвигаться вперед. Субханак Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ва джазакумуллаху хайран. Аллах разы болсын. Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.